Йо, всем привет! Вы на канале Эль Казахстан. В гостях Кингсара и мой парень Шахрияр. Привет всем! Сегодня мы ответим на вопросы, которые нам подготовила редакция. Мы их еще не видели, не открывали. И посмотрим, что из этого выйдет. Очень интересно вообще, какие вопросы. Может быть, заново познакомимся друг с другом. Реально. Давай, кто первый? Ты? Ну, женщинам надо уступать. Поэтому давай ты. Ну ладно. Итак, первый вопрос. В одном ролике ты показала, что Шах записан у тебя в контактах как Baby Wax. А можешь сказать, как он записан в твоей телефонной книге сейчас и как ты записана у него? Он сейчас так и записан у меня, и никто не понимает вообще, что это значит, потому что это как будто какой-то набор букв. Я даже не помню, какая история. У него вообще такой ник был в, не знаю, в какой-то игре, да? Нет, это вообще было так. То, что есть песня про акулу, да, типа Baby Shark. И я что-то ее пел, короче, и ты говоришь: о, давай мы тебе сделаем имя типа Baby Shah, и ты будешь типа Baby Shah. И Baby Shah, а записан он, английскими буквами как Wax, и это, по идее, воск. Да. И поэтому никто не понимает, почему он у меня записан как малыш воск. Но просто если вот так вот смотреть визуально, то это читается как Шах. И, в общем, этот ник означает Baby Shah больше. Правильно. Да, но у тебя было такое название в какой-то игре. Ты помнишь, как ты записана? У тебя? Да. Да, Сорок. И? Сорок и лапочки. Вообще, он с самого начала, когда мы еще только общались, записал меня как Сорок. И я не знаю почему, потому что меня никто никогда в жизни так не называет, в том числе он. Да нет, мы в принципе еще не встречались. Он практически не называет меня Сорок, но почему-то я у него так записана, и... Нет, ты помнишь, когда ты у меня была просто Сорок записана года 3, и потом говоришь: блин, мне не нравится то, что я без смайлика, и все без смайлика, я хочу выделяться, хочу быть со смайликом. Я поставил тебе лапочки. Да. Потому что иногда он называет меня лапочкой. Да. Все. Да, теперь все, ты. В принципе, правильно. Так, в чем Сара пришла на первое свидание? Какое у нас было первое свидание? Блин, тут просто проблема в том, что мы сами не знаем, какое у нас конкретно было первое свидание, мы потому что начали встречаться во время карантина. И вообще мы, по идее, начали встречаться, когда я был еще за границей. И мы прилетели, и мы... мы начали так уже хорошо общаться, да. И когда я прилетел, мы в основном гуляли во дворе с тобой, потому что был карантин. А во дворе... первое, что у меня на памяти, это то, что ты была в белых штанах, с такой полоской по центру, в худи, и все. Скорее всего, да, потому такой что... типично дворовой лук. Первые наши гулянки как раз-таки были у меня на районе. Мы сидели на беседке, кушали баханди и пили липтон. Вот такие у нас были первые свидания, поэтому ничего романтичного, очень красиво. И первое, второе, третье и десятое, пока карантин не сняли. Только потом, через время, я ему говорю: а ты не хочешь меня позвать на свидание, как это принято вот именно в ресторан? И потом мы уже так искусственно типа пошли в ресторан, и все. Второй вопрос. Идеальная страна для жизни по версии Шаха? Мне кажется, Сингапур. Да. Что, скорее всего, он там учился, закончил университет, и я к нему прилетала в последний год его учебы, и мы сделали вывод, что это реально очень крутая страна, идеальная для жилья, очень безопасная, очень комфортная. Единственное, там нужно жить, когда ты очень богат. Да. Мы просто с Сарой оба не вместе, а по отдельности были много в каких странах, прям реально много где. Да. И я, допустим, очень впечатлительный, и каждая новая страна меня сильно впечатляет. И я все время говорю Саре: нет, мы будем жить в Испании, мы будем жить в Дубае, мы будем жить там в Турции, мы будем жить там. А Сара всегда говорит: нет, только Алмата, только Казахстан. Но вот когда мы именно вместе побыли в Сингапуре, и когда Сара в первый раз приехала в Сингапур, вот тогда ты такая: нет, это классная реально страна, и тут я готова жить. Там правда очень круто. Более-менее в плане жизни я бы рассмотрела, но я вот недавно поняла, что, по идее, реально дом, там, где ты, и, в принципе, где моя семья, мне в любом месте будет комфортно, где будешь ты, поэтому, да. Мне тоже. Недавно Сара подарила своему отцу машину. Какой самый дорогой подарок она делала тебе?
Материально или... Ну, на самом деле, я вообще не материальный человек, прям абсолютно. Ну, мы оба, в принципе. Да, мы оба абсолютно не материальные люди, и поэтому я даже не знаю цену подаркам, которые ты мне дарил. Даже примерно, я даже там... Есть же некоторые, которые посмотрят, так, он мне подарил эту цепочку, она стоит столько-то. Типа, абсолютно нет. И они даже материальные подарки как-то у нас у обоих в памяти не закладываются. И для нас самые дорогие подарки — это типа, ну, вместе проведенное время или что-то такое милое. Ну, на самом деле, ты мне каждый раз делаешь очень милые, очень приятные подарки. Для меня самый дорогой подарок, который она делает сама, типа, своими руками. Когда она там собирает коробочку моих любимых сладостей, там, напитков и так далее. Там сама нарисуешь картину. Вот, ну, наверное, такие подарки самые дорогие. Я как-то не выделяю отдельно, какой самый дорогой, а какой самый такой. Да. Но если, блин, по деньгам я даже не могу сказать, какой самый дорогой был. Ну, у меня, потому что вообще язык любви — это вот на первом месте подарки. Я хоть что люблю именно, ну, точнее, проявляю любовь какими-то подарками, милостями, приятностями. Из материального я дарила тебе там пару раз на день рождения что-то вот, типа, кроссовки Ну, там, наверное, самый одежда. такой дорогой, окей, это были... Ой, была вот эта куртка. Да, наверное, Armand куртка & на Blaine. день рождения. Эта куртка... Ну, кстати, не знаю. Давай расскажи эту историю. Ну, давай. Короче, накануне моего дня рождения мы гуляли с Сарой в Достокплазе, и я так просто мимо... Я вообще тоже по магазинам ходить не люблю, даже с Сарой. Типа, я прям абсолютно не хожу по магазинам. И мы просто проходили мимо одного магазина, и я смотрю, там висит куртка, которая мне вот прям сразу понравилась, вот прям моментально. А это редко у меня, максимально редко бывает. И мы зашли в магазин, я ее померил, она мне, во-первых, была большой, во-вторых, она была, ну, как сказать, дороже, чем я бы хотел ее купить. И все, и через там буквально 2-3 дня у меня день рождения, Сара пошла, купила мне эту куртку, мне ее беспалево подарила. Ну вот, по идее, это тоже было очень приятно, Ну, очень было, мило, да, и это неожиданно такой для тебя. достаточно дорогой подарок. Да. Какое первое сообщение написал тебе Шах? Я даже не знаю, как его нормально сказать для Ютуба. Ну, в общем, это было что-то типа «Прости за ту фигню». Да, это же примерно такое было? Ну да. Но я даже не знаю, как это Ну давай, рассказывать. какое конкретно прям? Ну вот это так и было. «Прости за ту фигню, я на самом деле там нормальный, да?» Что-то такое. Ну, типа, да, но не совсем. Я просто хорошо очень помню. Ну скажи только без Лишнего, да? цензуры, да. Так, я тебе написал. Сара, привет. Извини за то, что было вчера. Все, что было ночью, остается ночью. Нет, вообще не Ну, так. типа, все, что было вчера, остается вчера. Нет, ты написала что-то типа, я на самом деле типа нормальный, такой типа фигней не занимаюсь, что-то такое. И сейчас все такие, что это было? Ну, может так. Но это был день нашего, по идее, Это был знакомства. день нашего первого знакомства, мы познакомились в заведении, в баре. Точнее, как, он меня знал, я просто его знала как так, через знакомых. И все, мы просто поздоровались, привет, пока, то все. И просто мы там веселились, это было 25 мая, мы закончили школу оба, и все, и он зачем-то решил извиниться. Ну, нет, там. не зачем-то. Просто мне Сара сильно понравилась. Она мне до этого еще И он нравилась. вел себя просто странно. Да, я просто себя странно вел, реально. Не типично странно. Я прям все время к ней подходил, что-то говорил, там лез, подкатывал, еще что-то. Но у меня ничего не получилось. И она просто такая, все, пока, я домой уехала. Я думаю, блин, надо цепляться. И решил хотя бы это написать. Пусть это было и странно, Ну, но что он сам хоть по что-то себе я написал. серьезный, очень спокойный, а в тот день мы все веселились, Да. и он был вот прям смешной и странный. Ну, ты типа не лез, ничего такого. Не, Но ну просто понятно, я он имею в виду решил... просто, я себя вел странно, потому что ты мне нравилась. Да, вот, он И вел, всё. ну как бывает же пацаны, когда им нравится девочка, они ведут себя странно, и он решил за это извиниться, и я написала, да нет, все нормально. И все, это была наша первая переписка. В каком году Сара заработала первые деньги? Давай решим, первые любые деньги или первые большие деньги? Любые. Любые? Блин, ну, наверное, в том году, когда ты начала, это типа 17-й год, да, или 16-й? Ну, я начала прям вести в 18-м. 18-й. Ну вот, в 18-м году. Я даже помню, ты мне рассказывала, то, что ты первую рекламу продавала, типа, там, людей, Да. просто ты рекламировала людей, Блоги. или, да, именно такие Ты помнишь, сколько мелкие... стоила моя реклама? 2000 тенге. Сначала, по-моему, 500 тенге, а потом 2000 тенге. Да, вот что-то Да. типа такого. В 2018-м я делала рекламу в сторис. У меня была типа фотка 500 тенге,
видео, Да, 1000 тенге. Да. И это были мои первые деньги. Да. Ну да, правильно. И ты мне потом рассказала то, что ты тогда в каком классе училась? В 11, кажется. Ну да, тогда нет. Так, как Шах признался в своих чувствах? Ну, я помню, что первый раз он мне сказал, что любит меня на мой день рождения. Мы тогда еще не встречались, так скажем, официально. Мы тогда разговаривали только на расстоянии. Он вот был в Сингапуре. И у меня был день рождения, мне исполнялось 18. Его не было в городе, но он мне отправил цветы. И я помню, что уже позже ночью он мне написал сообщение, поздравление, и в конце написал «Я тебя люблю». А ты помнишь? Я подарил тебе цветы и написал от души записку. Да, он написал Расскажи записку, это. но ее не положили в цветочном, и она была пустая. И я такая, ладно. Да, я, написал, забила. прям очень душевную, я долго прям писал очень душевную записку, в которых я признался, в своих чувствах ей. И я прям надеялся, классно, я сейчас принесу цветы с запиской, и все будет круто. А в итоге записку просто не положили. И я такой думаю, ладно, я возьму и напишу этот текст тебе в WhatsApp. И написал в WhatsApp. И там он первый раз вот так признался в любви. Да. Вот очень обидная ситуация, мне до сих пор плохо от нее. В каком стиле свадьбу хочет Сара? Это просто наше общение последнее. Последняя тема просто, потому что в этом году просто бум свадеб, и мы уже неосознанно... он не смотрит вообще блогеров, я такая, так, смотри, вот это мне нравится, я бы сделала вот так, и мне нравится вот это, и мы последняя реально наша тема — это свадьба. Короче, у нас ситуация такая, то что у нас очень много родственников, и когда мы говорим о родственниках, мы уже подразумеваем не слишком современную свадьбу, а такую, классическую тойскую казахскую свадьбу. Но при этом, так как, во-первых, мы сами молодые и, можно сказать, разносторонне интересные люди, плюс у Сары есть блог, в котором это не сильно будет интересно, такая обычная тойская свадьба. Мы сначала решили, хотим сделать 2 свадьбы. Вот. Одна будет такая тойская, где будут все наши родственники, где они все познакомятся и так далее, а вторая уже будет современная свадьба, где будут наши друзья, только друзья, в принципе. Мы полностью хотим сделать сами. Да, и там близкие наши какие-нибудь может даже без родителей, да, только братья, может быть. Вот. Но потом, по идее, это уже я так хочу сделать. Я не знаю, мне кажется, ты все равно, да, хочешь 2 свадьбы? Нет, да, я хочу 2 свадьбы, я очень хочу более традиционную, потому что без нее никак не получится. И современную, где от и до сделаю все сама, все проконтролирую, и где будут, нет, понятное дело, родители будут, но именно все будет максимально молодежно и современно, как я хочу. Но все равно я за то, чтобы просто объединить. Он хочет, во-первых, объединить, и он хочет улететь куда-нибудь и, сделать свадьбу за границей. Это прям такая фантазия, конечно. Я тоже этого не хочу. Я хочу в Алмате со всеми нашими друзьями. И все. Как Шах проявляет заботу по отношению к тебе? Он вообще, я не знаю, самый заботливый человек на свете, мне кажется. Я реально не встречала более заботливого мужчину ни среди своих ровесников, ни среди старшего поколения. Я не знаю, как он такой получился, но он реально очень романтичный, очень внимательный. Всегда, когда надо, он сходит, отдаст мои штаны в ателье, привезет мне фрукты, когда мне надо, овощи. И он проявляет заботу именно действиями. Он и на слова очень хорош, прям очень хорош. Он прям умеет, я имею в виду, делать и комплименты, как-то приятности, подбадривать мой дух, но и при этом и действиями он прям Помнишь, ты мне недавно заботу. Говорила, из-за того, что я слишком всегда красиво тебя хвалю и красивые тебе слова говорю, ты их уже не воспринимаешь. Да, я ему уже не верю, он иногда так нахваливает хоть что. Я что, можешь обосрать меня? Я не знаю, честно сказать, а он все время хвалит, говорит только хорошее. И иногда он настолько проявляет заботу, что мне аж неловко. Я такая, может, не надо, хотя мы 3 года встречаемся, для него это норма. А я такая, не надо, я сама там. То есть он может даже просто приехать, просто проснувшись, просто чтобы помочь мне донести пакеты после супермаркета. То есть настолько такие мелочи. Так что да. Учитесь, пока я жив. А что Саре сказали ее родители, когда она приняла решение уйти из университета? По-моему, это все, да, знают? В принципе,
Просто у Сары и мама, и папа, ну, у тебя прям офигенные родители, очень добрые, они тебя нереально любят, они прям, ну, уважают твое мнение прям сильно, что сейчас, в наше время, реально редкость, когда родители прислушиваются к своему ребенку, а не наоборот, да. И, ну, я помню, когда ты ушла с универа, у тебя вообще, в принципе, не было ни с какой стороны, там, упреков, каких-то там негативных высказываний, потому что все тебя поддержали, но в первую очередь, конечно, родители. Тебе что мама, что папа сказали, ты большая молодец, конечно, у тебя все получится, тебе универ нафиг не нужен, спокойно занимайся своими делами, и все. И так, в принципе, со всем, и с переездом, и с университетом, с любым твоим решением, даже ты там, не знаю, собралась куда-нибудь улететь, никому ничего не сказав, Одна. да, тебе просто напишут: вот, Сарочка, молодец, типа, удачи тебе, и все. Да. Поэтому в этом плане у тебя хорошие очень родители, они тебя всегда поддерживают. Да, и что самое интересное, что даже быстрее поддержал папа, Да, чем мама. да. А мама уже такая: ну раз папа, тогда я тоже. Какие намеки Шах не понимает? Он не понимает. Сейчас начнется. Он не понимает не то, что намеки. Он не понимает напрямую. Я не понимаю, как это работает. Я ему прям скидываю. Я хочу вот это. Купите. 2000 тенге. Он, да, хорошо. И он забывает. Просто я реально не намекаю. Я говорю напрямую, типа, купи мне шоколад с куртом. И все, у него это не откладывается в памяти. Он сделает другое, но вот именно вот то, что как опять-таки язык любви, подарки, там вот такие вот штучки, он как-то их не особо берет во внимание. Это как мы обсуждали же с тобой, то, что я почему-то, я сейчас стараюсь, конечно, над этим работать, но почему-то получается так, что я за тебя решаю, что тебе это не сильно нужно. Типа, это не первая необходимость для тебя, поэтому ладно, как-нибудь потом, типа, у него куплю. почему-то такое, что если что-то дарить, то это должно быть, ну, прям крутое, там, очень дорогое. А я тоже как раз-таки люблю вот такие вот мелочи, а ему кажется, что это мелочь, что она там не нужна. Вот именно в плане чего-то осязаемого. Ну, прости за это. Я тебе куплю шоколад с куртом. Он справляется, да. Так, Сара любительница бежевого цвета. Сколько вещей этого оттенка у нее в гардеробе? О, Это невозможно. Даже я не Это засчитаю. невозможно. Я хотела прийти в бежевом, но я думала, это будет слишком стереотипно, Да, а да. самой себе я такая: ладно, я Не, приду на в самом деле, бежевом. я пацан, и все равно у меня при этом, ну, как для мальчика, мне кажется, много вещей. Но когда в первый раз я увидел, как Сара, как ты перебираешь свой комод и складываешь вещи, я просто думаю, кто сюда барахолку привез? Это слишком много вещей. Я такого в жизни не видел. Даже я в магазин захожу, я не вижу столько вещей, как у тебя. На самом деле не такой большой гардероб. Я все время убираю вещи, потому что он у меня маленький шкаф. Так ты вспомни, мы с тобой каждый раз, там, каждый сезон перевозим вещи, у тебя полный шкаф, и мы еще 10 таких мешков отвозим к тебе домой. У тебя очень много вещей. Но насчет бежевого, блин, я не знаю, но самое главное, у тебя есть все Все позиции. Все позиции бежевые, да. И обувь, и носки, и штаны, и трусы, и там, не знаю, пиджак, Свитера, майка, куртки. свитер, куртка, кепка, шапка. Ну, все абсолютно. Сумки, Ну, вообще давай я все, прикину, что а мы возможно посчитаем быть потом. бежевым. Оно у меня бежевое. Да. Ну, я просто сама не знаю, Ну, но ты давай можешь прикинуть. Примерно 45. Может быть. Не знаю, честно, не знаю. Потом посчитаем. Так. Кем Шах видит себя через 5 лет? Шах, мне кажется, это самый амбициозный и вот прям он реально позитивный. Вот в том плане, что он убежден в том, что он будет миллиардером, что у нас уже через 5 лет будет особняк со своей игровой комнатой, бункером, Вот, машинами, молодец. бассейнами. А я, как настоящая женщина, верю в него, в это все. Поэтому да, но 100%, я думаю, ты видишь себя бизнесменом. Он хочет дофига бизнеса, чтобы прям у него много разного было. И, конечно же, мы будем женаты, надеюсь. И... Почему надеюсь, обязательно? И, скорее всего, ну, хотя бы, может, один ребенок, да, уже будет к этому времени. Через 5 лет? Да. Хотя об этом странно это говорить, но мне кажется, Да, что реально странно. один Вот ты сейчас ребенок, сказала мне, наверное, блин. уже будет. Но я бы хотела пораньше, по идее. Ну и все. В принципе, я думаю, достаточно. Достойный ответ. Да. Почему Сара редко носит украшения? Так, ты меня чуть Сара. скорректируй. Украшения — это что-то... Ну вот именно. В чем разница украшений и бижутерии? Ну, в целом, украшения, вот типа кольца, браслеты. Разве редко? Ну, на самом деле, я их не люблю. Я очень Ну нет, редко ношу. я знаю, конечно, что ты не любишь там дорогие украшения или
там какие-то, ну да, в общем, дорогие украшения брендовые. Типа, Да, ты их меня не вообще, интересует. ты реально можешь хоть каждый день их себе покупать, но ты их просто никогда себе не покупаешь. И там даже то, что я тебе дарил, ты все равно очень редко носишь. Ну да, я просто не прям люблю. редко, да. Хотя Я не мне знаю, мама почему. говорит, ты вырастешь, полюбишь украшения, типа поймешь. да. Но сейчас я вот люблю вот чисто какую-нибудь, знаете, вот то, что я на ярмарке возьму, Да. и все. И я люблю вот такие пластмассовые колечки, всякие дурацкие, с мишками там. Потому что у меня есть подруги, которые даже младше меня, они уже Cartier, Ну, меня просто это не интересует, поэтому... Ну да, я даже не знаю, как это ответить. Просто у тебя нет страсти к украшениям какой-то. Уже люблю одежду. Ну да, зато у тебя 50 бежевых вещей дома. Что первым делом сделает шах, чтобы успокоить тебя, когда ты плачешь? Грустно. Что грустно? Грустно то, что ты сейчас ответишь. То, что ты знаешь, да, что я скажу? Да. Нет, просто если мне там типа плохо или я расстроена, мне кажется, все, да, пацаны такие, он начинает давать мне советы. И типа отдельно решать проблему. Я ему уже 3 года каждый раз я говорю, Шах, ты можешь просто типа поплакать вместе со мной, сказать, да, типа, фигово, блин, просто посопереживать, и все, типа, мне этого достаточно. Хотя ему кажется до сих пор, что круто, дать совет, что вполне логично. Но для меня почему-то это не логично, я хочу просто выплакаться там, пожаловаться, поныть, и все. И чтобы он такой, да, типа, все плохо, все будет хорошо, и все. А он начинает, так, давай вот это. Я такая, нет, мой мозг не хочет воспринимать сейчас советы. Пацаны, которые это смотрят, если у вас точно так же, напишите в комментах. Я просто вообще не понимаю, как можно хотеть, чтобы я вместе с ней плакал, когда у нее проблема. Вот честно. Я стараюсь это делать, но у меня не получается, потому что мне говорят, у меня там то-то, то-то, то-то случилось. Я говорю, ну давай сейчас тому позвоним, этому позвоним, тут напишем, это сделаем, и все, проблемы нет, ты можешь даже не плакать. Нет, мне это не нравится, нам нужно с тобой 2 дня поплакать, только потом можно решать. И вот я не понимаю, как это работает. Не поплакать, просто реально нужно время, чтобы вот типа просто поныть, и да, все. Да. А к нему нужно только вот именно за отдельным каким-то советом. Да, интересно. Откуда берет начало псевдоним Кинг Сара? Ну, тоже, по идее, да, ты рассказывала про это? Или только мало я, кому-то если честно, рассказывала? всегда придумываю разные версии. Версия, которую я знаю. Давай. То, что, ты, само собой, придумала себе это, когда ты была маленькой, правильно? И у тебя была мысль такая, что Квин Сара — это круто, королева и так далее. Но король, он намного круче королевы. Поэтому ты будешь Кинг Сарой. Типа того. Ну вот. У меня было, по идее, не прям маленькая, 15-16 лет. И у меня был ник Сара Шакет. И я подумала, как-то для моего возраста слишком официально, и так делают только крутые звезды. Надо придумать просто что-нибудь прикольное. И я перебирала Принцесс Сара, Квин Сара, не знаю, Юникорн Сара. И потом просто такая Кинг. И вроде и круче звучит, и созвучнее, и интереснее, и все. А там есть связь с королем и королевой? Потому что я даже родителям эту историю рассказал. Это тоже я придумала, по идее. На самом деле, это просто был подбор. Я даже... понятное дело, мне еще все спрашивают, Кинг, это же мальчик, типа, почему? А тогда была эра Кинг Кайли, и она так называлась, и я такая, значит, так можно? Наверное, это тоже имеет какой-то смысл. И я такая, Кинг Сара, это реально круто звучит, созвучно. И вот. Но я придумаю разные версии. Во-первых, что король круче, выше, там, и так далее, чем королева. Но я знаю только это. Во-вторых, я придумывала, что мое имя, на самом деле, значит, типа, как княгиня, знатная женщина, и типа я Кинг Сара. Тоже, кстати. На самом деле, глубокого смысла в этом с самого начала не было. Это я уже потом там приукрашиваю, чтобы что-то интересное было. А теперь каждый раз к тебе подходят и говорят не Сара, а говорят Кинг Сара, здравствуйте. Да. Но все равно второй вопрос это, а почему Кинг, а не Квин? Да. Так, как зовут родителей Шаха? Маму зовут Толкын Забирова. Хорошо. Папу зовут Сафар. Что, кстати, очень красивое имя. Спасибо. Мне очень нравится. Я бы даже хотела, чтобы фамилия типа детей была вот его именем. Мне кажется, это очень красиво. Я покажу папе видео это. Да, мне тоже нравится. Мне очень нравится. Коротко, да, ответим? Ну да, тут больше ничего нет. Так. Могу про маму рассказать.
какой вещи помимо телефона Сара никогда не расстается? Мы, кстати, обсуждали этот вопрос, и мы думали, ну нет, такой вопрос точно не зададут, потому что это точно телефон. А тут написали помимо телефона. Блин, ну если я вещь... Не, на самом деле... Ну... Блин, сложно, да? Ну что я еще всегда с собой ношу? У тебя почти всегда пауэрбэнк из-за меня. Потому что у меня всегда севший телефон. Он никогда не заряжается. И у меня нету пауэрбэнка. Я его ношу ради него, не ради себя. Хотя есть... Она прям каждый раз берет с собой, типа, пауэрбэнк. У нее всегда 100%, она приходит домой, у нее 60%, а я все время с ее пауэрбэнком, и отдаю ей еще севший пауэрбэнк. Ну, либо пауэрбэнк, либо там сумка. Ну, тоже ты, по идее, всегда с сумкой выходишь. Мини-штативчик. Ну, просто камера. Ну, она не всегда, да, она не всегда если с тобой. она есть, то она у меня 24/7 понятное дело, что если вот руке. так иерархию типа важных вещей для тебя ставить, то это телефон, камера, штатив, свет, там петлички, ключ и так далее. И все, что связано со съемкой. Ну, это точно, типа, не пудра, не блеск. Да, я абсолютно. Вот еще всегда, как типичной девочке, кладу, но я никогда не крашу себе потом губы. Я не знаю, зачем я это делаю. Последний вопрос. Назови самый большой страх Шаха. Если такое что-то более бытовое, так скажем, не глубокое, то собаки. Он боится собак, но я его приучаю вот со временем, он уже не так боится собак. Но до этого у него там что-то произошло, и он очень боялся собак. Ну, ты знаешь, что произошло? Ну, тебя напугала собака. Вот, да? Ну ладно, хорошо. Напугала. Ну так, это, вкратце, да? тоже интересная история. Я просто не помню ее реально в подробностях, но просто знаю, что тебя напугала собака, с тех пор он начал заикаться, и все, и боялся собак. А у меня дома большая собака, и я вот так вот его морально иногда готовлю. Или на улице раньше проходили кто-нибудь с собакой, и он сразу такой... Он очень у меня просто, прям если подпрыгивал. Если что, мне было тогда 4 года, когда меня напугала собака. И типа я заикался тогда, не недавно. Ну да, вот, я это имею в виду. Вот, иногда я прикалываюсь на ним, резко собака, он может очень сильно испугаться, вот прям очень искренне. Мы недавно, помнишь, шли по этому... По там была картинка Панфилова, собаки. И там зоомагазин. И там просто картинка собаки. И мы с ней идем, и показывает Шах собака. И он так перепугался. Он на все улицы испугался просто. Ну, а так, если из глубокого, то, наверное, это потеря близких, мне кажется. Потому что он прям, ну, я не знаю, как это объяснить. Ну, типа, просто максимально семья семейный. Это выше всего на свете, выше него самого, у него просто приоритет семейный, прям просто самый максимум, который возможно, и он так относится к каждому члену семьи, что, наверное, вот это есть из такого. Ну да. Ну даже если потерять это сильно глубоко, а вообще просто, типа, я всегда переживаю, когда даже там родителей дома нет. Хотя, казалось бы, они взрослые, и там, я смотрю, 12 часов, их нету дома, блин, что-то случилось, и все. Да, то есть он реально может все дела бросить, главное сделать что-то, если ему там скажут, попросят помочь. Да, правда. Так, если бы Сара не стала блогером, а блогерка — это правильное слово? Тут написано блогерка. В нынешних реалиях. Окей. Если бы Сара не стала блогеркой, какую профессию она бы выбрала? Ну, из того, что ты мне говорила, что ты очень хотела, может, хочешь до сих пор быть певицей. Нет, это именно то, что, типа, я бы хотела, детство, но это нереально вообще. Ну да. То есть, если бы мы выбирали способности, я бы хотела быть я бы это сказал. Но да. вообще кем я бы это сказал. А так ты бы стала по-любому либо продюсером блогеров, либо ты бы открыла свой продюсерский центр, там, агентство, либо ты бы открыла Нет, вообще, если блогеров не существовало. Вот. Абсолютно, да. Ну, тогда ивент. Типа, ивент полностью весь этот... Забыл слово. Организация, праздник. Ну, типа... Весь мир ивента, все, что там можно делать, ты бы все делал, потому что у тебя офигенно это получается. Да. Типа, придумывать идеи, то, какая у тебя насмотренность на цвета и как это все совмещать, там поставить большую вазу или маленькую. Я всегда просто в шоке, как ты это делаешь, даже просто в своих видео. Поэтому это тоже твой, на самом деле, талант. Потом там договориться с человеком, кого-то там, кому-то улыбнуться, чтобы он уже расположился к тебе более. И именно вот коннект с людьми и вся визуальная красивая часть — это прям твое. Да. Поэтому по-любому это был бы сейчас бы хотела этим заниматься, возможно, в ближайшем будущем. Ну, я и сейчас уже как-то затрагиваю эту сферу, так скажем. Ну, еще я всегда мечтала стать дизайнером одежды, и, в принципе, это тоже то, что я еще не откладываю. Ну да. Типа, на невозможное. Вот, это тоже то, что
ты всегда видишь то, чего другие люди реально не видят. Я тебе все время про это говорю, что как ты можешь сочетать это, когда, ну, мне, допустим, обычный человек кажется это странно. Но на деле потом ты добавляешь аксессуары, там еще что-то, сумочку, и это просто идеально выглядит. Вот, у тебя прям реально талант на эстетику, типа. Поэтому дизайнер одежды тоже, да. Хорошая профессия. Это были все? Может, ты что-то еще задашь дополнительное? Блин, у меня, по идее, такого прям вопроса нет. У тебя есть? Не знаю. Расскажи просто для зрителей какой-нибудь факт обо мне, который никто не знает. Что-нибудь Подожди, интересное. А может не факт? Ну, потому не факт что, вообще, нет, смотри, что-нибудь. у тебя всегда все спрашивают, как мы познакомились, правильно? И ты никогда этого не рассказывал еще. Ну да. Может рассказать это? Ну давай. Так и под конец, а как мы познакомились? Нет, ну по сути, ну это такой же эксклюзив, по идее. Ну да. Я, может быть, пару раз рассказывала в эфирах, но прям так открыто. Ну это было вкратце. Да. Я потому что всегда приберегала эту историю там на будущее, когда я сниму с тобой отдельное видео, но эксклюзив сейчас будет да? Ну да, тогда получается так. Тогда ты Начну с себя, потому что я был инициатором всего этого. Получается, просто случайно я шел мимо Досток Плазы и смотрю, стоит Сара в такой розовой куртке. Нам было тогда 16 лет, и с тобой 3 девочки было. Я просто прохожу там с другом, я говорю, блин, а что это за девочка? Я просто далека вот так тебя вижу. Говорю, что это за девочка? Он говорит, не знаю. Я говорю, блин, классная, да? Типа, мне ты прям понравился сразу, при том, что я тебя сдалека увидел. И он говорит, это Кинг Сара, типа, блогер. Я говорю, да, открыл, короче, твой инстаграм. И ему говорю, давай поспорим, то, что мы будем с ней вместе, короче. И он такой, ну давай. Это вот просто первая встреча с тобой, да. Да, Я первый раз увидел. Когда я первый раз ее увидел, и у меня сразу появилась почему-то такая мысль. Хотя до этого у меня никогда не было серьезных отношений. В принципе, отношений я как будто был к ним не готов. У меня вообще была другая жизнь. И потом через какое-то время, я познакомился с Алисой. Да, с и моей подругой. я ей чуть ли не каждый день писал. Я ей писал, пожалуйста, познакомь меня с Сарой. Она закинула, со мной истории, и он ей пишет, вот, познакомь, то, все. И она такая уже, ладно. Скидывает в общую нашу группу девочек его аккаунт, говорит, он хочет познакомиться. Я захожу. И там он выглядел, типа, 4 года назад примерно так же. Я такая, что за мужик волосатый какой-то. А мне тогда нравились только, смазливые пацаны, вот такие всякие. И тут вот такой вот восточный парень какой-то. Я такая, я пишу ты что, Алисе? гонишь? No, скажи нет. Я каждый раз пишу Алисе, говорю, пожалуйста, познакомь с Сарой. Она такая, она не хочет. Я говорю, хорошо, на следующий день. Можно сейчас познакомить с Сарой? Она не хочет. А сейчас можешь познакомить? Ну, она на тебя посмотрела, говорит, ты ей не нравишься. Такой, блин, ладно. На следующий день. А можешь сказать ее адрес, я к ней поеду? Нет, ты ей не нравишься. И вот так вот было очень долго. Прям очень долго. Потом я искал с тобой все время встречи. Вы гуляете с девочками, и я просто в ночь, неважно, какое время суток, они гуляют с девочками, я один просто приезжаю, никого не знаю, такой, привет, я Шах. Все, мы будем гулять вместе. И разницы нет. Вообще мы сначала познакомились 25 мая в заведении. Это было просто как привет. Я подписалась на него, и все. И потом он начал вливаться в нашу компашку. То есть там у нас вот был парень моей подруги Алисы, он с ним вот дружил, и он начал ему говорить, типа, давай поедем вот к Алисе, ты типа, как будто тебе это нужно, а на самом деле это ему нужно было, чтобы побыть со мной, чтобы он там появился. И мы каждый раз приезжаем, и меня ругают, типа, зачем ты приехал, мы с девочками сидим, я говорю, это не мне нужно, это вот ему просто нужно, я его поддержать. Да, я его поддержать приехал. Вот. И это, долго, да, длилось? Полгода, наверное. Все лето, да. Да, я все лето просто искал с тобой встречи. Я его честно ненавидела. Типа мы собираемся с девочками, и они приезжают, и все портят вот эту девчачью атмосферу, когда мы болтаем. И приходит такой, привет, что-то мои волосы трогают, всякую фигню, вот так, типа, неловко. Yeah. И я реально на него злилась. В какой-то момент, в конце лета, я ему написала вот такое сообщение, очень жестокое. Мне, конечно, очень сейчас за него стыдно, но очень оно очень жестокое. Он реально каждый раз искал повод встретиться, какой-то подарочек занесет, еще что-то. Я ему пишу, пожалуйста, отстань от меня, ты мне не нравишься, типа, все, вообще исчезни, типа такого. И он на следующий день спросил, все, точно, это твой ответ? Я такая, все, точно. Да, я такой, конечно, грустно, я так хотел с тобой нормально познакомиться. А мы даже, в принципе, не разговаривали ни разу. Мы сколько с ней... Я его стеснялась. Виделись, да, мы просто не разговаривали. Я просто подходил, Сара, привет, давай поговорим. Нет, я тебя боюсь. И уходит, все. И вот у нас такое общение было полгода. И потом она мне пишет это сообщение, я думаю, жалко, конечно. А потом на следующий день думаю,
нет, не все потеряно, надо дальше, короче. Я ей пишу, ты точно уверена, что все? Она такая, я точно уверена, что все. Я такая, ну ладно. И прошло, типа... И все, он реально отстал. Да. У нас разные жизни. Он улетел в Сингапур. Потом через пару месяцев я такая, а хороший был парень? Такая, что-то я чувствую, что что-то упустила. Что-то типа неправильно пошло. И я уже сама ему там беспально написала. И он подумал, что я дура. Что я издеваюсь. Ну, я подумал, что ты издеваешься, потому что это очень странно. Когда я полностью тебе, там, скажем, отдавался и все время был рядом, тебе просто надо было сказать «Привет, Шах», и все, мы бы с тобой уже начали общаться. А тут я вообще в Сингапуре, между нами 6000 километров, и ты мне пишешь «Привет, как дела?» Я думаю, что этой женщине от меня нужно, отстань уже, все. Ну и потом в итоге я прилетел, мы с ней увиделись, 2 раза. Я вот на Новый год я прилетел, мы 2 или 3 раза с ней увиделись, и тогда как будто я и она почувствовали, что, как будто что-то есть. Но мы при этом все равно не общались. Мы так, типа, ой, да, привет, типа, обычно. Да, как слетал там и так далее. И я помню очень хорошо, я только прошел вот эту зону контроля, зашел в аэропорт, зашел помыть руки в туалет, и у меня сообщение от тебя приходит в Инстаграме. И ты мне пишешь, блин, Шах, мне никто не сказал, что ты, типа, улетаешь. Это было 2 января после Нового года. Ты мне пишешь, типа, мне никто не сказал, что ты улетаешь. Я хотела тебя проводить, но просто знаешь, что ты очень классный, и что я буду, типа, по тебе скучать. Я такой, ничего себе. Я пишу, да, классно. И с того момента началось Да, и с того общение. момента мы просто я там был, типа, 4 месяца. Мы 4 месяца каждый день. Я помню, у меня пары в 8 утра, а до 6 утра я с ней общаюсь по телефону. И вот каждый день, вот реально каждый день не было дня, чтобы мы не общались. И все, я прилетел, там был карантин, и я такой, и типа, все, вот и дальше вы уже знаете. И сейчас мы уже 3 года. Да, давай опять. Поэтому всему свое время, вот реально. Наверное, если бы тогда я ответила, было бы что-то не то. А так... Но на самом деле, главный такой совет пацанам, я всем своим друзьям говорю, никогда не бойтесь газовать, надо до конца. Если ты хочешь, ты должен забрать это. Ты должен все сделать, чтобы забрать. Даже если тебе судьба показывает, что нет, это не твое, нельзя, никак не получится, все равно, как видите, получается. Да. Поэтому надо просто цель поставить и идти к ней. И это не только в отношениях, в принципе, это уже ладно уроки. Это, кстати, то качество, которое меня больше всего удивило, что я его настолько жестоко отшивала, а он не отстал от меня, и потом еще нормально отреагировал, дальше мы общались, поэтому реально, вот я сразу подумала, классный пацан, вот настоящий пацан. Захотел, взял, добился, и все. Влюбленный волк уже не хищник. Да. Все? Да, в принципе, все. Я думаю, получилось классно, интересно. Спасибо вам за просмотр. Обязательно оставляйте свои комментарии, лайки. И пока. Всем пока.